Главные выборы республики состоялись. Уверенную победу в выборах на пост Илдархана одержал Егор Борисов. За кандидата от «Единой России» и временно исполняющего обязанности главы республики отдали свои голоса 58,79% от числа избирателей. Сегодня Центризбирком республики подвел общие итоги выборов 2014, рассказывает Александра Хлопкова. По словам Анатолия Кривошапкина, выборы прошли довольно спокойно и особых жалоб в адрес ЦИК не поступало. В голосовании приняли участие 52,76% избирателей, что на более 10% больше, чем в прошлогодних выборах. Для проведения этих выборов было образовано 35 территориальных избирательных комиссий, 12 муниципальных избирательных комиссий муниципального образования и 804 участковых комиссий. В этом году впервые мы образовали дополнительно временный избирательный участок на участке Накын по заявке Нюрбинской территориальной избирательной комиссии. На проведение выборов работали более 7 тысяч человек. Также 2442 человека наблюдали за ходом голосования в избирательных участках. Из государственного бюджета запланировано было выделить на проведение выборов 445 миллионов рублей, из которых 316 потрачены на эти выборы. Эти финансовые ресурсы были предусмотрены, безусловно, на оплату труда многочисленных членов участковых территориальных избирательных комиссий. Как вот уже была озвучена цифра, это они у нас составляют более 7 тысяч членов комиссий разных уровней. Безусловно, транспортные затраты, которые связаны и с проведением досрочного голосования, и с доставкой избирательной документации, и с обеспечением транспорта избирательных комиссий в период их деятельности, и особенно обеспечение транспортом в день голосования. В эти выборы было отменено открепительное удостоверение. Досрочно проголосовали 428 жителей республики, живущие в труднодоступных и отдаленных местностях. Также правом досрочного голосования в помещениях воспользовались более 20 тысяч человек. Досрочным голосованием в помещении для голосования было охвачено 21 136 избирателей. Голосование проводилось в период за 10 дней до дня голосования с 3 по 13 сентября включительно. Досрочное голосование в помещении для голосования проводилось, опять же, в открытом режиме, максимально транспарентно, с большим общественным контролем. Как отметили на пресс-конференции, эти выборы не обошлись без судебных разбирательств. В адрес ЦИК поступило 22 обращения, 10 из них в отношении кандидатов. Следует отметить, что и в день голосования, и в процессе проведения хода голосования, каких-либо обращений, заявлений граждан, касающихся хода голосования, подведения результатов выборов, которые ставили бы под сомнение волеизъявление граждан, не поступило. Как показали первые цифры выборов, свою гражданскую позицию больше всего проявили в селах. Город Якутск и промышленные города, как и в предыдущие годы, показали меньшую явку. Это позиция избирателя, я не могу их комментировать. Работа, причин-то много. Это действительно желание избирателя вообще не ходить на выборы. Могут быть причины, очень много, мы об этом говорили, что люди имеют право передвигаться, они перешли в другое место жительства временно, и мы по закону им не разрешили проголосовать, потому что они не реализовали свое избирательное право, подав заявление за 3 дня участковой избирательной комиссии. В последнее время мессенджеры WhatsApp выложила сообщение, что по новому федеральному закону о выборах кандидат, занявший 2-е место на выборах главы региона, становится депутатом Госдумы от региона. Этот факт без внимания не оставили и журналисты. Прошел слух, якобы по новому федеральному законодательству кандидат, который занял 2-е место, автоматически становится депутатом Госдумы. Прокомментируйте, пожалуйста, этот слух. Это желание давно муссируется, этот вопрос, но она при проведении мажоритарной системы, она неприменима, она ее не делает. Это когда в многомандатных избирательных округах, в партийных списках еще можно делать. Ранее и Тартас, представители штаба кандидата Эрнста Березкина, заявили о намерении оспорить итоги выборов. Мы попросили прокомментировать об этом Анатолия Кривошапкина. Принимать. Есть культура выборов в других странах. Например, Америка. Там всего 0,5% выиграл кандидат,
и другой кандидат, это учитывая мнение избирателя, его поздравлять. А мы начинаем вот искать кого-то другого. Как я уже говорил, в избирательных комиссиях принимают участие представители от всех политических партий. Поэтому это недоверие и своих людей. Например, Березкин, вот, например, заявляет такое, он же знал о том, что в этот составе этой комиссии есть представители и от гражданской платформы, и от других политических партий. Главные выборы республики состоялись. Якутянам остается привыкать к новому названию высшего должностного лица республики Илдархан. Окончательные итоги выборов будут подведены 17 сентября. Александра Хлопкова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.